Азыр сенин колуңду сурайм. Жок деген жооп кабыл албай түшүндүң да мени. Жаудыраган көзүңдү, кылыктаган мүнөзүңдү мага арнап, өмүрлүк жарым болууга макулумду берчи. Обезумевший от безответной любви молодой человек похищает бывшую девушку и в какой-то совершенно извращенной форме делает ей предложение. Хотя это сложно и предложением-то назвать, он фактически требует от нее взаимности. Аячы или «Пожалей меня» — триллер Сапара Сайназарова и Болотбека Телека 2024 года, прежде известных преимущественно по комедийным работам. Лента в течение первой же недели окупила затраты на производство и завоевала зрительские симпатии, заставив создателей задуматься о работе над продолжением. А также картина была выпущена в казахстанский прокат. Впрочем, в интервью авторы неоднократно отмечают то, что их высказывание в фильме завершенное, а съемка продолжения, к сожалению, останется лишь в мечтах фанатов. При всем уважении к Аячи, а это действительно великолепная во многих отношениях работа, чего стоит один только шокирующий зрителя сюжетный твист в концовке, переворачивающий все с ног на голову. Но в отличие от многих других картин, разобранных на нашем канале, не со всеми мыслями авторов мы согласны, и потому хотели бы сегодня остановиться на актуальной для Кыргызстана теме абьюзивных отношений. Опять же, мы настоятельно рекомендуем посмотреть сперва сам фильм «Аячи». Доступен, к примеру, в приложении Этномедии. В ролике присутствуют спойлеры. Ну что ж, погнали разбираться. Лиза, мен сени сүйөм. А мен сени сүйбөйм. Давайте сперва разберемся со сценарием киноленты. Что же это за такой неожиданный сюжетный твист ждет зрителей в концовке картины? В первых же кадрах фильма мы видим, как главный герой фильма Арнис становится свидетелем того, как его девушка Элиза тайно принимает ухаживание от другого парня Мидера, а после заявляет ему, что все кончено. Она любит другого и отказывается от всех прежде сказанных слов и договоренностей между ними. Биздин оюбузчу. Экөөбүздүн кыялдарыбыз. Сен мага берген убадаларың, сүйөм деген сөздөрүңчү. Кандай түшүнбөйсүң, мен саған жөн эле айтып койгом. Экөөбүздө болгон мамиле ал жөн эле убакыт өткөзүү үчүн болчу. Шокированный услышанным, молодой человек наутро приезжает к ней домой и требует разъяснений. Услышав же отказ, он насильно сажает девушку в машину с целью поговорить с ней у себя в съемной квартире. Но спокойно все обсудить парень не было суждено. Свидетелем грубого обращения с девушкой становится лейтенант милиции. Байке, суранам, жардам берип коюңузчу, бул мени бир жакка кыйнап алып баратат. Жок, байке. Бул эми үйлөлүк маселе, сураныч келишпей эле койбойсузбу? Главный герой серьезно ранит сотрудника правоохранительных органов, и в то время как он прячет его тело в соседнем гараже, Элиза успевает вызвать наряд милиции. Арнис, дабы избежать задержания, похищает девушку и увозит ее за город, как оказалось, на горнолыжную базу Кашкасу, для того, чтобы сделать ей ранее спланированное им предложение руки и сердца, как она когда-то того мечтала. Романтический ужинды жасап туруп, мен колумду сурасаң? Анан макул болуп эле. Ойлонбой туруп. Параллельно милиция пускает все силы на то, чтобы найти похитителя, и берет показания у домкома, родителей Элизы, как оказалось, одних из богатейших людей города, и матери Арниса. Не без помощи самого похитителя милиция находит главных героев и преследует их по пятам, но они все ускользают от них. Сперва похитителя отпускает один сотрудник ГАИ, затем уже другие упускают его из виду во время погони, начавшейся на заправке. Простите, пожалуйста. Вы сдачу забыли. Молодой человек очень подозрительный. Мне кажется, их нужно проверить. А вот вы откуда знали? Она показала жест о помощи. Жигит. Парень увозит девушку в свой домик в Кашкасу, а милиция с помощью его матери отслеживает их местонахождение.
Пара пережидает ночь в лесу, а на утро Арнис грабит свадебный салон, заставляет Элизу надеть свадебное платье и, угрожая пистолетом, заставляет сотрудницу ЗАГСа оформить свидетельство о заключении брака, а после, угнав ее машину, угрозами заставляет и одного молдо провести обряд мусульманского бракосочетания нике. Молдоке, сен азыр биздин экөөбүздөгү үйүңө кетесиң, же бейишке кетесиң, танда. И тут мы подбираемся к важнейшей сцене фильма. В тот момент, когда зритель уже был убежден в том, что это просто фильм об обезумевшем абьюзере, Арнис в своем воспаленном сознании, имея на руках якобы принятое Элизой предложение руки и сердца, а также свидетельство о заключении брака, закрепленное обрядом нике, решает убить и ее, и себя, чтобы вместе отправиться на тот свет. Но в последний миг девушка признается ему в любви. жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем, Арнис. Мен сені бүт өміріммен жақсы көріп, саған тұрмышқа шыққым келген. Срыв покровов. Зритель узнает правду. Родители настаивали на ее браке с Медером, сыном потенциального бизнес-партнера отца. И в день, когда она решила расставить все точки над «и» и встретилась с ним, чтобы в личной встрече отказать ему, он подмешал ей снотворное, изнасиловал ее и записал компрометирующие видео и фотоматериалы, впоследствии шантажировав ее и вынудив расстаться с Арнисом. Любовалась? Теперь ты будешь делать то, что я тебе скажу. А если нет, сначала я отправлю это видео тебе в университет, чтобы все студенты посмотрели на это. А после я отправлю твоим родителям, чтобы они увидели, какая у них дочь. Арнис, осознав, через какой ад прошла его любимая, намеревается ехать к насильнику, но по дороге они встречают сотрудников ГАИ. Случается погоня, в которой их машина переворачивается и взрывается. Пока преследователи, думая, что они погибли, тушат огонь, наши герои приезжают к Медеру домой, где он уже измывается и шантажирует свою новую жертву. Арнис подстреливает насильника и забирает телефон с компроматом, но, увидев видеоматериалы с издевательствами над Элизой, не выдерживает и собирается убить его. Он произносит финальную речь о том, что насилие происходит с молчаливого согласия людей и что нужно действовать, чего бы это ни стоило, но подоспевшие бойцы спецназа убивают главного героя. Первое, что нельзя не отметить, сюжетный твист является действительно неожиданным и меняет отношение к главным героям. Если образы что девушки, что парня большую часть фильма вызывают неприятие, то под конец к ним испытываешь сочувствие, особенно к Элизе. Если же задаваться вопросом, почему неожиданная концовка так удивляет, то на наш взгляд здесь есть несколько причин. Во-первых, во время осуществления промо-кампании ни в постерах, ни в трейлере фильма нельзя было найти ни намека на двойное дно в сценарии. Лайк за качественный киномаркетинг. Во-вторых, сюжетный твист сработал, как бы это странно ни звучало, из-за уровня жести, происходящей в самом обществе. В последние годы в регионе участились или, возможно, просто чаще стали обретать огласку шокирующие своим уровнем жестокости случаи бытового насилия. Бурулай, Айзада, Салтанат. Этот список можно перечислять долго, и он все еще пополняется. На фоне всех этих историй, муссируемых в социальных сетях и сводках новостей, зрителю легко поверить, что в нашем обществе вполне существуют такие неадекватные парни, которые, услышав от девушки отказ, могут решиться пойти до конца, взять ее в заложницы и даже убить со слоганом «либо ты будешь моей, либо ничей». Вроде чуть ли не те же самые слова произносил и муж Асель Ногойбаевой, отрезавший ей нос и уши. Тем более в трейлере мы видим слова «фильм по мотивам реальных событий». Зритель теряет бдительность и убежден в том, что Арнис – главный антагонист. В-третьих, и вот тут нам нужно чуть подробнее остановиться на этом пункте, сценаристы фильма Сапар Сайназаров и Болотбек Телек качественно подготовили зрителя к неожиданной развязке и планомерно подводили его к твисту. Чтобы объяснить свою мысль, давайте сделаем сравнение двух известных кинолент в одной тематике – «Иллюзия обмана» 2013 года и «Иллюзионист» 2006 года.
Казалось бы, поднимается одна и та же тема выступлений фокусников. У обеих картин нехилый бюджет, но как минимум на нормальных сценаристов должно было хватить. Приглашены известные актеры. Причем во всех вышеперечисленных категориях иллюзионист с треском проигрывает иллюзии обмана. Он вышел на 7 лет раньше. Бюджет на $58,5 миллионов меньше. Из звезд первой величины только Эдвард Нортон против целого созвездия Марка Руффало и компании. Однако в самой главной схватке, в умении ввести в заблуждение зрителей, иллюзионист, безусловно, переигрывает своего визави. Кинолента погружает нас в атмосферу конца 19 века, пропитанную мистикой, эзотерикой, и зритель теряется в догадках, а есть ли магия в фильме. Никто не обещает нам хэппи-энда. Глазами персонажей мы видим жестокость кронпринца, дворцовые интриги и верим в потерю главным героем своей возлюбленной. Главный герой, иллюзионист Эйзенхайм, хоть и загадочен, но не всесилен. Зритель не верит в то, что у него был план победы с самого начала фильма, и потому концовка обезоруживает и вызывает искреннее восхищение. Возлюбленная Эйзенхайма Софи оказывается жива. Все это лишь хорошо продуманная постановка и умело сконструированные иллюзии. Кронпринц повержен. Но наиболее важно то, что в концовке фильма зритель понимает, что в фильме с самого начала были намеки и подсказки. К примеру, запрет доктора осмотреть тело убитой, все было подстроено, и у зрителя были шансы догадаться обо всем. После раскрытия всех карт мотивы персонажей становятся очевидными, зритель внутренне согласен с логикой повествования. Он думает: да, у меня была возможность понять это и раньше. Чего точно не скажешь об иллюзии обмана. На протяжении всего фильма агент ФБР Дилан преследует 4 фокусников, которые совершают ряд ограблений и других преступных деяний. А в конце обнаруживается, что он главный организатор проекта, все годы вынашивавший план мести за гибель своего отца, известного иллюзиониста Лайонела Шрайка. Только проблема в том, что во время просмотра фильма зрителю фактически не дали шанса разгадать загадку самому. По отсылкам, вроде пары диалогов о Шрайке и одной надписи, невозможно было догадаться о настоящей мотивации Дилана. Да, концовка, может быть, нас даже удивляет, но выглядит нелогичной и высосанной из пальца. Более того, вся атмосфера фильма словно кричит о том, что нас сейчас обманут. В концовке точно что-то произойдет. Фильм неспроста ведь называется «Иллюзия обмана». Мы держим все это в голове, и весь сеттинг не позволяет сюжетному твисту сработать должным образом. Поэтому в кино так важно, чтобы неожиданная развязка, парадоксально, но оказалась естественной, а зритель внутренне согласился с мотивацией главных героев и вспомнил, какие детали и подсказки указывали на то, что происходило на самом деле. Возвращаясь к фильму «Аячи», планомерная подготовка зрителя к органично посаженной здесь концовке шокирует зрителя, расставив все по местам. Давайте обратим внимание на подсказки, разбросанные по хронометражу. В первых же кадрах картины можно было заметить то, что Медер уезжает как-то странно, прямо перед главным героем, создавая ощущение того, что все подстроено. Наверное, в более реалистичных условиях он бы проконтролировал, что Элиза зайдет домой, когда к ней направляется какой-то парень. Или, если он был в курсе о нем, вышел бы из машины и поговорил с ним. Сложно представить, что он его не заметил или подумал, что какой-то совершенно левый мужчина гуляет в такой ливень. На протяжении всей картины нам показывают флешбеки, в которых пара была очень счастлива и без ума друг от друга, и в одночасье все меняется. Зритель до конца фильма держит в голове мысль, что за кадром что-то произошло, и нас оставляют в неведении. Құдай бұйырса тойға шейін толтыр ақша жоғалтып, шикарный той қыламыз, ә? Қандай соның? Вау. Соң жер екен. Қайдан таптың? кетесің. Қарашы, қолың, бетіңді, ай. Зато көрдің ба қандай таяқ жеп қалышты. Но все-таки на первый план умелыми руками сценаристов выводится идея. Скорее всего, он просто обезумевший абьюзер, а она полюбила другого. И потому эти флешбеки кажутся вторичными, что также, в свою очередь, привносит свою лепту в эффектность развязки. Более того, сам Арнис неоднократно подмечает, что поведение Элизы до и после совершенно не поддаются никакому объяснению, подчеркивая, что произошло что-то, о чем мы не знаем. Жаным, не болтасың? Нормально түсіндіріп берші, екеуісі бары жақсылық отпады ма?
киресиң кайра чыгасың. Лишний движение кылмай жок. Аңсыз эле сюрпризлериң ашыкча болбойт. Мен айтып эле сюрприздерин токтотто. Тынч отуруп тур. Жана сюрпризиң деле жетет. Неге мынтип атасың, эмне кылганың үчүн мынтип атасың? Sen kalbimden düşmesin. Сен түшүндүрбөйсүңбү? Неге мынтип атасың? Да и в удивлении сотрудников правоохранительных органов и самой Элизы можно легко заметить то, что поведение Арниса не укладывается в голове даже у встречавших абьюзеров и видавших виды кыргызских милиционеров. Создается впечатление, словно это очень нехарактерное поведение для Арниса. Он настолько силится понять, чем вызвано расхождение в поведении его девушки до и после, что будто теряет рассудок. Arnis, onu niye kılgan? Sen bundan emesilen ko. Sen bundan emes bu. Sen bundan taş parmağı emesilen ko. Я был Ромео. Извращенец, я маньяк. Бул кылмышкер точно мейисинен айнып калган. Точно. Да. Барган сайын бул жагы кинодогу ойлоп баратат го. Бул типоктун максаты эмне? Бул натур типке эмне? Мунун дагы бир балекеттин ичинен чыга элек да. Кет. Адрес боюнча кет. Эртелегиле. В разговоре родителей девушки становится понятно, что что-то неладное происходит и в закулисье их отношений с Мидером. Он ее любит. Она его, кстати говоря, тоже любит. Ты же не согласился. Каяктакылар менен кудалашамын, бизнес кыламын деп. Сидишь теперь, ни бизнеса, ни дочки нету, где она ходит? Таким образом, подсказок авторами было дано предостаточно, но все они были искусно замаскированы под идею. Нет, он правда сумасшедший похититель, не умеющий принимать отказы, что и сделало финал таким естественным и ненадуманным. Если же обращаться к главному посылу авторов, то в фильме что Арнис, что Мидер все-таки показывает свое истинное лицо. Да, Мидер несравнимо хуже, он пытает девушек, насилует их, шантажирует и психологически их ломает. В фильме он сущий дьявол, но и Арнис показал, что не способен принять «нет». Он тоже абьюзит свою любимую для достижения своих целей. Силой женится на ней, поправ все ее права, по ходу сюжета еще и покалечив и травмировав несколько людей. Арнис в финале вызывает симпатию, но эта симпатия сквозь слезы. Нельзя забывать о том, что он натворил в процессе. И если его гибель от руки спецназа в концовке во время попытки убийства Мидера – это четкий посыл авторов и напоминание зрителю, что все должно быть в рамках закона, то с мыслями создателей по поводу выбора Арниса пойти до конца мы категорически не согласны. Жок, абьюзер эмес. Мисалы азыр мындай бирөөгө мындай мамиле кылып койсоң эле абьюзер деген бир сөздү кармап алышкан да. Эмне ал абьюзер деген? Абьюзер деп Бул деген эми жанагы эгоисттин бир жаңы чыккан термини деп ойлойм мен оюмчачы. Эгоист адам өзүнүкүн бербейт, до конца турат, эч кимди укпайт, өзүнүн характерин көрсөтөт, өзүнүн ою менен гана эсептешет, башканыкы бир тыйын эме жанагы эгоист адам. Ошол экени жаңы термин экен да бул абьюзер дегенчи. Мен оюмча ушундай да. Бирок ошол абьюзер характеринин болгондугуна байланыштуу аягында билип атпайбы? Кыздын эмне үчүн отказ кылып аткандыгычы. Эгерде ал бала абьюзер эмес, жөнөкөй бала болгондо, кыз отказ кылса, теге бала Арнис кете бермек, а кыз тигинин курманды боло бермек да. Ал жагы да бар да. Көрүүчү ал жагында ой жүгүрүш керек да. Көрүүчү жанагы финалга чейинкисин айтып берет, а финалдан кийинки моментти эске албай атат да. А кийинки моментке эгерде Арнис абьюзер эмес лох болгондо, мисалы, анда кыз тигинин курманды кылмак да. Ошону эске албай атышат да. Эме деген барбы? Сүйбөгөн кыз болбойт, сүйдүрө албаган бала болот дегенге кошуласыңар деп. Ооба. Баарыңар эле кошулуп атсаңар керек азыр. Но, во-первых, слова «эгоист» и «абьюзер» — это далеко не одно и то же. Если эгоист по описанию Болота Мурзы — это упрямый человек, который до конца стоит на своем, никого не слушает, показывает свой характер и уважает только свое мнение, ну, допустим, то абьюзер — это человек, который проявляет насилие или жестокость по отношению к другому человеку. Это может быть физическое, психологическое, эмоциональное или сексуальное насилие. Абьюзер часто использует критику, обвинения, газлайтинг, манипуляции, а иногда и физическую силу в целях контроля других людей. То есть Арнис — это не просто эгоист, это конкретный такой абьюзер. Во-вторых, сама мысль авторов, что если бы он не пошел до конца и не начал бы творить эту дичь, то девушка осталась бы в когтях этого чудовища Мидера. Это неправильное размышление, которое точно не должно так подаваться авторами картины.
В фильме он добился своими травмирующими всех вокруг действиями искренности от Элизы. Ну, во-первых, мог и не добиться, она могла и под дулом пистолета не раскрыть ему правду в концовке, и они бы оба погибли. А во-вторых, он мог настойчиво попробовать с ней поговорить в нужной атмосфере. Он же знает ее как облупленную, привлечь специалистов. Но, на наш взгляд, все лучше, чем нарушить пару десятков законов, покалечить несколько человек и в финале пытаться убить любимую. То есть призыв зрителей к тому, что любящий человек должен бороться за свою любовь любой ценой, это все же деструктивная мысль. Но, конечно же, за исключением этого момента, нельзя не поблагодарить авторов за само желание поднять очень актуальную для страны тему абьюзивных отношений. Аячы ошол аял кишинин аягыла токтот, жетишет. Ушунча кылдык токтотол жетишели деген максатта анан Аячы деген кинонун сценарийи жаралган. Мисалы, жакында эле бир жаңылыктар чыкты, бир 10 күн болуп калдыбы. Бир кызды, окуучу кыз экен, өзүнүн классташтары ушундай жаман ишке салып иштеп жүргөн да. Анан аны айтайын десе, тиги сүрөт тартылган. О сүрөттү көрдүңбү? Чыгарам дейт. Ушул сүрөттү апаңа жөнөтөм дейт да. Жанагы кыз апасынан корккондон тигилердин курмандыгы болуп жүрөт да. Жанагы кызчы. Ушундай окуялар бизде өтө көбөйүптүр. Мисалы, кыз жигит болуп сүйлөшөт экен. Сүйлөшкөндөн кийин бала өзүнө ушундай бир видеолорду, сүрөттөрдү чогултат экен да. Анан тетигинде ол арнистке окшоп кетем дегенде, анан жанагы сүрөттү көрсөтөт да. Видеону көрсөтөт. Эгерде сен менден кете турган болсоң, могу интернетке жары чыгат. Айтайын деген, ушундай учурда бизде менталитетпи же кандай билбейм, апа менен кыздын ортосундагы мамиле, мисалы кыз апасы айтат да, бир нерсе болсо моюнду жулам, өлтүрөм, жөн жүр, биз уят кылба. Жок, бизде кыздар, балдар биз ата энебизден коркобуз да. Ошого мен айтат элем, ошо чакырат элем да ата энелерге. Ошол кыздарыңар менен балдарыңар менен мындай сырдашкыла демекчимин да. Сырдашып сүйлөшкүлө, силер антип коркутпагыла дейчи. Авторы Аячы, напомним, прежде известные исключительно по работе над комедиями, умудрились в течение 1,5 часов развернуть на экране целую кучу знакомых каждому кыргызстанцу ситуаций, иллюстрирующих общественные проблемы, социальный разрыв и иррациональное мышление людей. Тут вам и обвинения женщин во всех своих бедах, кызыңдын баскан турганын нормально контролдошко келет. Ким менен жүрөт, какта жүрөт. Ова, мен күнөөлүмүн ушундайды дайыма. Ты же сама этого захотела. Свиданияга кел дегенде келдиңби? Келдиң. Сен өзүң калып атсаң, мен сага кантип жок дейин. И попытки всегда решить все с помощью взятки. Байке, чай пайыңызга бир аз чыдап кетейин. Жардам кылып койбойсузбу? Ощущение вседозволенности абьюзеров. Очередная девочка попала в клеточку. Я с тобой разберусь! А я с любого дерьма высосу, ты понял? Лично ромпойга. Өзүм сүйлөшөм аны. Байке, кандай болгон күндө дагы мыйзам деген бар. Мыйзам негизинде иш алып барабыз. Ага, түрөлө бармакта. Өзүм сүйлөшөм аны. Аракет кылабыз. Кстати, будто визуальная отсылка на притон скриптонита и демонстрация только идеализированной стороны своей жизни в соцсетях. Навязывание родителей своих желаний и игнорирование желаний детей. Они нас знают, уважают. У него прекрасное образование, он работает на хорошей работе, он тебе все даст, весь мир покажет. Элиза, я же тебе добра желаю. Мама, пожалуйста, оставьте меня в покое. Да, и такие сцены понятны, думается, каждому. Сен Алгыстын атасы ким экенин билесиң? Жок. Кыргызстанда 10 миллионер болсо, ошонун бири ушул кыздын атасы. Дагы жетирмең баштадыңбы? Жетирбей эле. Так что нормально изде. Эсилчөө күйөө болуп калышы мүмкүн. Алда кыздын алдына калба. Ата-энесине кайтарып бер, балам.
эгерде атаң тирүү болгондо сен ушундай ишке барат белең. Убал деген жаман болот. Балам, мен жөнүндө ойлойсуңбу? Спасибо авторам за то, что добавили в ленту кадры, которые могут оказаться полезными для зрителей и в реальной жизни. А также за призыв менять общество в лучшую сторону. Надеемся, с помощью диалога и ненасилия. Адамдар жамандық қылған үшін қорқынышты емес. Жамандық қылған адамды көріп тұрып ұншықпай қою қорқынышты. Боритесь с насилием в обществе. Смотрите кыргызское кино, пишите в комментариях разборы, на какие киноленты вы бы хотели увидеть на нашем канале. А также подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. А с вами была редакция Evidence. Увидимся! Сен ушун баарын башынан айткан жоксуң. Ушул болбогу нерсе. Экөөбүздүн сүйүүбүзгө, сезимдерибизге койгон ой максаттарыбызга тоскоол болмок беле.